Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона с президентом Российской Федерации уважаемым Владимиром Путиным. В ходе беседы президенты обсудили ряд текущих вопросов таджикско-российских отношений и стратегического партнерства, рассмотрели отдельные актуальные проблемы региональной и международной повестки дня. Стороны с тревогой высказались о ситуации с коронавирусной инфекцией, которая продолжает оставаться крайне напряженной в глобальном масштабе, и обменялись информацией о мерах, принимаемых в обеих странах в целях снижения угрозы распространения пандемии COVID-19. В этом контексте президент Таджикистана указал на важность наращивания сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения. Также была отмечена хорошая динамика развития межгосударственного взаимодействия Таджикистана и России в других областях сотрудничества, включая торгово-экономические отношения, культурно-гуманитарные связи и сферу обеспечения безопасности. Одновременно внимание президентов было акцентировано на продолжение плодотворного партнерства двух стран в рамках международных и региональных организаций. В рамках созидательных инициатив по благоустройству правительства Республики Таджикистан в районе Спитамен Сагдийской области активно реализуется ряд вспомогательных проектов по реализации поставленных целей, одним из которых является восстановление старых автомобильных мостов и открытие промышленно-производственных секторов в целом. На местности реки Арал территории района течет река Сир. На протяжении многих времен мосты, находящиеся в этой местности, были сильно изношены, где требовали тщательного ремонта. Путем непосредственной поддержки местных предпринимателей на объекте были проведены ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, при усилии предпринимателя в центре селения Сайд-Кургон был открыт швейный цех, где постоянными рабочими местами привлечены 30 женщин и девушек-домохозяек. Предприятие в основном занят пошивом детской школьной униформы и имеет соглашение с 22 среднеобщеобразовательными учреждениями района. В рамках плана мероприятий исполнительного органа государственной власти, посвященной 30-летию государственной независимости страны, в городе Куляб Хатлонской области намечено строительство и сдача в эксплуатацию более 780 современных объектов различного назначения. В рамках ускоренной реализации намеченных целей из вышеуказанных объектов более 400 из них были своевременно выполнены и сданы для общего пользования. В данном контексте для развития градостроительства со стороны патриотично настроенного предпринимателя Бубухона Насимова был соорудирован многоэтажный жилой комплекс, где на первом этаже данного объекта созданы центры обслуживания населения. Жилой комплекс состоит из 35 квартир, где в каждом из них созданы современные условия для проживания. Строительство объекта было начато в 2019 году с привлечением специалистов различного профиля. Подрядчиком объекта вступило общество с ограниченной ответственностью Насим Сохтмон. Кроме того, в городе со стороны других предпринимателей также активно возводятся другие жилые комплексы, где в скором времени они также будут сданы в эксплуатацию. Наравне с другими городами и районами страны в районе Сангворк предстоящей 30-й годовщины Дня государственной независимости реализуется ряд вспомогательных проектов по сооружению ряда современных объектов социального назначения. Прекрасный здешний климат и чистый горный воздух позволил местным предпринимателям создать всевозможные условия для создания необходимых жизненных условий путем строительства множества объектов. Некоторые инфраструктуры вплотились в реальность за годы государственной независимости, где на сегодняшний день активно действует. По словам местной администрации, в центре района продолжается строительство инфекционного медицинского учреждения. Нужно отметить, что наравне с центром района во многих других селениях Сангвора активно идут строительно-монтажные работы по сооружению центров обслуживания, медицинских учреждений, современных бань и салонов красоты, спортивных комплексов и многое другое. В нашем мире международного сотрудничества наука о языках является неотъемлемой частью всех сфер жизни. Она связана с множеством разных наук, таких как история, языкознание, семантика, информатика, математика, философия, физика, биология и физиология. Профессия лингвиста является одной из престижных именно поэтому, что лингвисты необходимы в разных областях, начиная с образования и заканчивая строительством. Познания к иностранным языкам должны быть внедрены с малых лет, поэтому для познавательного развития во всех детских
детских, дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях городов и районов страны внедрены программы по обучению иностранным языкам. Язык является бесценным благом в жизни рода людского. Именно посредством языка человек выражает свои чувства, мысли и суждения. Более того, в культуре и цивилизации народов язык – это фундамент, цементирующая основа национального менталитета и главный фактор его сохранения. Столичный зоопарк является одним из культурных достояний города, которое было соорудировано в далекие 1961 годы прошлого столетия. На сегодня со стороны ответственных лиц учреждения для создания благоприятных условий жизнедеятельности животному миру, привлечению любителей экзотики и гостей предпринимаются конкретные меры. Столичный зоопарк является одним из природных парков, где ежедневно принимают множество посетителей, особенно детей. Для создания и развития отрасли ежегодно с других континентов в страну завозят множество видов диких и хищных животных, рептилий и птиц. По словам работников учреждения, в настоящее время увеличивается поголовье диких птиц и оленей. Уход и создание необходимого климата для диких животных требует особого внимания. Путем работ по благоустройству и созиданию в зоопарке были проведены ряд строительно-монтажных работ. Были восстановлены дорожные тротуары, места для пастбищ животных и многое другое. Столичный зоопарк имеет 6 отделений из числа отделений для диких животных, отделений для семейных и пернатых пар, отделение для экзотических и тропических животных, акватеррариум с 136 особями и многое другое. Глаза, а точнее визуальный поток, который мы постоянно видим и слышим, составляет более 90% всей информации, которую мы получаем о мире. Именно снижение зрения является одной из самых распространенных патологий глазной системы, который сильно снижает уровень жизни пациента. Хорошее зрение является главным атрибутом для водителей и множества других профессий. Орган зрения – это не только сам глаз, точнее глазное яблоко. К нему относится еще и его придаточный аппарат, зрительный путь и участок головного мозга, отвечающий за сам процесс. Глазное яблоко – крайне и сложно устроенный орган. По показателям Всемирной организации охраны здоровья, в 2022 году третий житель планеты будет иметь такое нарушение зрения, как близорукость. Во многом это зависит от анатомии и генетических факторов, но уход за глазами также необходим. Очень мало людей придерживается правил, которые могут избежать перенапряжения глаз, слезоточивости и дискомфорта. Несколько основных советов по уходу за глазами. Не проводите много времени перед экраном. Больше витаминов, носите только индивидуально подобранные очки, моргайте чаще, выполняйте зарядку для глаз и регулярно посещайте окулиста. Душанбе. Тревел-шоу «Шаг за шагом» открывает новые горизонты для летнего отдыха. Экстремальный выпуск в самом необычном водоразвлекательном комплексе Кули Душанбе. Незабываемый отдых на главной пляжной семейной зоне и экстрим-парке. Для заряда бодрости и позитива фейкборд и флайтборд. Это море эмоций и экстремальные ощущения. С утра до вечера тревел-шоу «Шаг за шагом» путешествует по самым волшебным, увлекательным и незабываемым местам города Душанбе. Все это в ближайшие дни на телеканале Джоханамо.